Наука не является и никогда не будет законченной книгой, говорил Эйнштейн. Каждый важный успех приносит новые вопросы. И с этим уж точно согласятся все те, о ком сегодня пойдет речь. К своей цели они шли годами, и 2019 стал для них по-настоящему победным. В эфире специальный выпуск проекта «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте, и мы сегодня начинаем знакомиться с лучшими учеными страны. Смотрите в программе. В 3 тома уместить не удалось. Лучший ученый года рассказала об иллюстрированной истории. Непрерывные споры вокруг идеологии нашей государственности и почему белорусы едва не исчезли как нация. И зачем большим подорликам GPS-навигаторы, узнаем совсем скоро. Первый том истории, которую можно не только прочитать, но и увидеть, выпустили более 10 лет назад. Изначально, как уже сегодня признается один из ее авторов, планировали остановиться на 3. Но получилось 4, а в этом году, обещает лучший ученый страны, нас ждет уже 5-й сборник. Остановится ли на этом, расскажут мои коллеги. Вот уже более 50 лет лучший ученый страны просыпается в 4 утра. Вероятно, поэтому в том числе человек, который стал автором и соавтором более 800 печатных работ, успевает и трудиться уже над очередной серией изданий, и посмотреть спортивные телепередачи, и найти в столь плотном графике время для журналистов, и даже получить награду из рук президента. Это доверие, это честь, моя бесконечная благодарность, потому что это же не я на этот. Это я один ничего не сделаю. Понимаете? Это коллектив, с которым я живу, с которым я работаю. Это институт истории, который мне сегодня стал родным домом. Сегодня я себе просто не могу, если я один из дней не захожу в институт, не поинтересуюсь, чем там, что там занимается. Но на достигнутом Александр Александрович останавливаться не собирается и по секрету делится с нами самыми ближайшими планами на будущее. Работаем сегодня над созданием обобщающего не тома, а отдельное издание, где будут включены карты из всех 4 томов. Правда, изначально планировалось лишь 3 тома известного всем великого исторического атласа нашей страны. Когда мы подняли те документальные материалы, то мы увидели, что мы не входим, желательно сделать 4, потому что следовало показать очень широко обретение суверенитета государственного. Немногим раньше, а точнее буквально со дня на день, белорусы и гости страны смогут насладиться так называемой историей в лицах под названием «Созвездие героев Советского Союза». Мы нашли новую форму подачи. Мы попытались подать, начиная от 1939-го, когда было введено звание Героя Советского Союза, и наши все представители белорусского народа, участники всех событий, будут отражены в этой работе. Мы покажем артиллеристов, мы покажем летчиков отдельно, мы покажем, как происходило создание авиации, как первые тараны, кто это совершил. Причем работа, что называется, кипит не только над новыми проектами. В практике историков не редкость, когда в связи с появившимися фактами, неизвестными ранее, приходится, если можно так выразиться, переписать себя. Так произошло и с книгой «Вклад белорусского народа в Великую Победу». Мы готовим ее к переизданию в связи с 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. И намечается поезд Победы, который будет с Бреста до Дальнего Востока. И я думаю, что будет очень приятно, когда представители белорусского народа, наша молодежь, будет вручать по пути следования и вот эту книгу, потому что здесь раскрыт и показан вклад белорусов на фронтах Великой Отечественной войны, на партизанском движении, борьбы в подполье. Похожая участь ожидает и запомнившийся всем учебник по истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Его белорусы впервые увидели более 15 лет назад, а спустя 5 лет еще одна серьезная работа покорит сердца не только наших граждан, но и гостей страны. Ее авторы посвятили 600-летию введения природных работ в Беловежской пуще. Как наши предки занимались природоохранительной работой, и мы рассказали, и эта книга, она разошлась как горячие бублики. Это было по заказу руководства Беловежской пущи.
В планах еще десятки, если не сотни работ, а те, что уже выпущены, готовятся перевести в электронный вариант. Популярные нынче слова «депрессия» и «эмоциональное выгорание», напоследок делится Александр Александрович, в его лексиконе не существует. От всех болезней и скуки ученый лечится работой. История, говорил Оша, это наука обретения целостности сознания. Смею предположить, что в том числе с этой целью была разработана оригинальная концепция истории нашей белорусской государственности. Предлагаю узнать подробнее. Один из авторов, директор Института истории, уже у нас в студии. Вячеслав Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Данилович, кандидат исторических наук, доцент, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси. Автор более 120 научных публикаций, в том числе 11 монографий, 3 учебных и 6 учебно-методических пособий. С 2007 по 2008 год возглавлял коллектив инновационного научно-исследовательского проекта «Изучить историко-культурное наследие Национального парка Беловежская пуща и выработать конкретные рекомендации по практическому использованию этого наследия», который в 2010 году отмечен дипломом Национальной академии наук Беларуси в номинации «Лучший инновационный проект». Вячеслав Викторович, сейчас, наверное, многие скажут: «Господи, но история уже давно написана». В чем оригинальность и новизна именно этой работы? Новизна ее заключается в том, что мы, ученые Института истории Национальной академии наук Беларуси, впервые сформулировали новую трактовку самой дефиниции государственности. Что же это такое? Мы рассматриваем государственность на сегодняшний день как внутреннюю потенциальную способность этнонационального сообщества и его элиты, обеспечивающая право и возможность длительного самостоятельного исторического существования. Наша государственность, она на различных этапах воплощалась в тех либо иных государственных образованиях, которые существовали на территории Беларуси. И эти образования можно подразделить на исторические и национальные формы. К историческим формам белорусской государственности относятся, например, Полоцкое княжество, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя. Это были полиэтнические образования. Они принадлежат в истории не только белорусского народа, но и других народов, на территории которых существовали, а национальные формы белорусской государственности уже непосредственно связаны с нашим народом как титульным народом данных государственных образований. И тут мы можем говорить, например, о Белорусской Народной Республике, о Социалистической Советской Республике Беларуси, о Советской Социалистической Республике Литвы и Беларуси, Белорусской Советской Социалистической Республике и, конечно же, Республики Беларусь, как наша белорусское независимое суверенное государство. Ну, я знаю, что в этой работе затрагивается такая тема, как угроза исчезновения белорусов как народа, в смысле биологическом. Да? А может быть, были какие-то исторические периоды, где действительно была такая угроза? Все исторические периоды были насыщены вот этими трагическими, одновременно героическими событиями, связанными с нашим народом. Но если мы будем говорить о том, что же все-таки укрепило наш народ и способствовало в те либо иные исторические развития, сохранению наших культурных традиций, особенностей языка того же самого, то можно обратить внимание, например, если мы говорим о периоде Великого княжества Литовского, то, безусловно, то, что государственным языком Великого княжества Литовского был старобелорусский. Статуты ВКЛ, первые фактически конституции европейские, они были написаны на этом языке и на основе традиционного права наших предков. И именно в Великом княжестве Литовском сформировалась белорусская народность, как единое национальное такое сообщество. Следует отметить и сказать о Грюнвальдской битве, потому что Грюнвальдская битва остановила агрессию немецких рыцарей более чем на 500 лет. До Первой мировой войны фактически наша земля вот этой угрозы не ощущала. Это тоже важно и способствовало развитию наших культурных традиций нашего народа. Далее, если посмотрим, то присоединение к Российской империи белорусских земель, оно способствовало прекращению полонизации, которая развернулась, к сожалению, в Речи Посполитой. Это способствовало сохранению также наших особенностей белорусов. И именно в Российской империи белорусы сложились как нация. Сформировалась наша национальная элита, которая заканчивала российские университеты, те же самые в Петербурге, на Москве и другие. И именно в Российской империи тоже следует подчеркнуть тот момент, что белорусы рассматривались как часть триединого государства, образующего этноса империи. Да, наши царские власти не считали белорусов отдельным народом, но они говорили, что государство, образующее этнос, это великорусы, малорусы и белорусы. И, безусловно, важный этап в нашей истории – это создание белорусского советского государства. Именно вот в этот советский период особо важно то и положительно
положительно повлияла на развитие нашего народа и государства, безусловно, политика белорусизации, которая проводилась в довоенный период БССР. Также очень важные аспекты ключевые – это воссоединение восточно-белорусских территорий с БССР, которое состоялось в 1924-1926 годах, и воссоединение Западной Беларуси с БССР в 1939 году, когда наш народ фактически собрался в едином государстве, благодаря этому и получил возможность укрепить свой потенциал и дальше развивать свои традиции, духовно-культурные особенности. Это важнейшие моменты. Ну и, безусловно, ключевой, самый важный момент – это создание собственного независимого суверенного государства Республики Беларусь, где мы уже сами, исходя из своих возможностей и потребностей, стремимся жить, как говорится, своим умом. Но ведь белорусская государственность нередко становилась и становится до сих пор предметом споров. На ваш взгляд, как историка, почему и, может быть, какие-то периоды, когда это действительно, эти вопросы вставали особо остро? Для нас важно иметь собственный взгляд на это историческое прошлое. И, конечно же, особо остро проблема того, что же такое белорусская государственность, как ее развитие происходило и почему мы в итоге пришли к независимому суверенному государству, она особо остро встала с начала 90-х годов, когда мы начали создавать свое суверенное независимое государство Республика Беларусь. И для нас, и с того времени фактически очень важно было и выработать это свое собственное видение развития истории белорусской государственности. Если можно, конечно, какие-то выделить основные аспекты, на чем базируется сегодня идеология белорусской государственности? Идеология белорусской государственности базируется прежде всего на понимании исторических корней и особенностей развития белорусского этноса и незыблемости его права на осуществление собственной национальной государственности. У белорусов в крови, вы об этом упоминаете в работе, это чувство справедливости и готовность прийти на помощь. Но, слава богу, сейчас мы живем в мирное время, и у многих складывается впечатление, что поколение нынешнее уже не то, и если, не дай бог что, наверное, по-другому себя белорусы могли бы повести. Есть такое мнение, да? Изменилось ли с этой точки зрения что-то в менталитете? Менталитет нашего народа, он остается таким взвешенным, спокойным. Мы не кидаемся из крайности в крайность, уважаем традиции и особенности других народов, но вместе с тем мы всегда готовы постоять за свое. Своего мы никому не отдадим. Должны приложить максимум усилий, чтобы мы сохранили эту ценность нашего тысячелетия, особенности менталитета наших людей и передали его дальше нашему молодому поколению. Что, Викторович, 5-й том готовится к изданию, да? А что дальше? На следующую пятилетку, на новую государственную программу научных исследований у нас стоит задача подготовки многотомной истории Беларуси. Там будет комплексное рассмотрение и социально-экономические, духовно-культурные аспекты, ну и, естественно, конечно же, история государственности, общественно-политическая история Беларуси тоже будет представлена. Там уже 5 томами навряд ли обойдетесь, я думаю, да? Да. Что, Викторович, спасибо вам огромное, что нашли для нас время. А мы продолжаем. На исследование, о котором расскажут мои коллеги, ушел не 1 десяток лет, а его авторам пришлось пройти не 1 десяток километров. Об одной из самых редких видов птиц в мире рассказали в научно-практическом центре по биоресурсам. GPS-передатчиками сегодня владеют более 10 особей большого подорлика в нашей стране. Понаблюдать за ними и мы, и авторы проекта теперь уже можем онлайн на сайте охраны птиц. Это 2 проекта. Эстонско-белорусский, который 2 года назад стартовал, и мы в рамках этого проекта повесили 6 передатчиков. А затем сейчас есть проект с британским орнитологическим трастом. И еще повесили 9 передатчиков. И получилось 15 подорликов летают с передатчиками теперь. Широкие международные исследования. Помимо этого проводится еще слежение за успехом размножения методом слежения фотоловушками. Не менее 120 пар, по данным ученых, столь редкой птицы, как большой подорлик, сегодня обитают только в Беларуси, в то время как во всем Евросоюзе их не более 20. Этот вид очень чувствителен к фактору беспокойства, это первое. А второе, он обитает в таких местах обитания, которые в Евросоюзе давно исчезли. Это низинные болота большие, заболоченные леса лиственные. И у нас Белорусское Полесье – такой очаг, где сохранилась еще популяция большого подорлика. Работать, если можно так выразиться, с подорликами Валерий Числавович начал около 20 лет назад. За это время, признается теперь уже один из лучших ученых страны. Совместно с коллегами они обошли территорию площадью более 9000 квадратных километров.
нашли как места, где он есть, так и огромное количество мест, где его просто нет. Вот. Ну и выяснили, что есть локалитет в Полесье у нас основной, есть в Березинском заповеднике еще небольшая группировка. При этом поделились с нами в научно-практическом центре, и несмотря на снижение численности этого вида пернатых, сохраняется высокое генетическое разнообразие. Даже небольшие популяции могут нести высокое генетическое разнообразие, значит, нужно охранять любой, даже маленький локалитет, где сохранился большой подорлик. Генетическое разнообразие большого подорлика даже выше, чем у более обычного малого подорлика. Вот тут, конечно, не все знают, есть малый подорлик, большой подорлик, близкородственные виды, которые даже гибридизируют между собой. Объясняется это тем, что наступление ледников большие подорлики переживали в нескольких рефугиумах, проще говоря, убежищах, в то время как малые концентрировались в одном месте. К такому выводу ученые пришли благодаря так называемому молекулярно-генетическому методу. Тут два типа ткани – это перья и кровь. Кстати, птицу, которой посвящена призовая работа прошлого года, поистине можно поздравить с двойной победой. Помимо научной арены, в 2019-м большой подорлик, по мнению белорусов, стал обладателем еще и титула «Птица года». В эфире специальный выпуск проекта «Наукомания». Мы продолжаем говорить о лучших ученых страны. И смотрите прямо сейчас. Всего несколько лет в Беларуси уже стало предметом споров и даже основой сразу нескольких научных разработок. О пальмовом масле большой разговор с гостем программы. Молочный продукт вместо молока, что изменилось в техническом регламенте Таможенного союза. И новейшая диагностика онкогематологических заболеваний. Какой метод распознавания патологических клеток предложили в Институте биофизики и клеточной инженерии? Советский ученый Иван Артобалевский в свое время сказал, задача ученых заключается не только в развитии научных исследований, но и в борьбе за их использование на благо общества, на благо всех людей. Эти слова однозначно про нашего следующего гостя. Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Моргунова, кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. Автор более 315 научных публикаций и нормативных правовых документов, а именно регламентов, стандартов и изменений к ним. Занимается установлением подлинности и выявлением фальсификаций в сфере качества и безопасности пищевых продуктов. Елена Михайловна, ваша работа посвящена продукту относительно новому для нашей страны, но уже нашумевшему – пальмовое масло. Вот, собственно, оно. Да? Какова была цель и, самое главное, к чему пришли? Изначально цель стояла разработать методику определения наличия либо отсутствия пальмового масла в продуктах питания, либо его фракции. Как вообще этот процесс проходил? Как это было? Предварительно были проведены исследования, причем довольно длительные, на нескольких поколений экспериментальных животных. Им пальмовое масло вносилось в их стандартный рацион питания, и затем определялись определенные показатели развития экспериментальных животных в процессе их жизнедеятельности и, соответственно, в рамках нескольких поколений. Я надеюсь, грызуны не пострадали, нет, во время испытаний? Но это обычные такие доклинические исследования, они проводятся всегда. Если какой-то новый продукт попадает на наш рынок, это обязательное условие, и поэтому те исследования, которые мы проводили, они несколько нас озадачили, поэтому дальше был следующий этап, это доклинические исследования на добровольцах в течение определенного времени, и, соответственно, были сделаны выводы, но, тем не менее, для того, чтобы определить присутствие либо отсутствие, необходимо было все равно экспериментальная методика. Вот этой методикой мы и занялись. Ну, из названия ясно, что установлены маркеры, да, по которым можно определить, есть в том или ином продукте пальмовое масло или нет. Я правильно понимаю, да? Совершенно верно. Потому что какие-то производители не всегда пишут, что там есть пальмовое масло. Вот расскажи. Не всегда производитель выносит на маркировку своего продукта наличие пальмового масла. Хочется немножко, ну, скажем так, практической, да, части. То есть как это все? Вот вы, не знаю, там в продукты опускали что-то там? Да нет. Любой продукт, который содержит жировую составляющую, его необходимо было проэкстрагировать, то есть из твердого состояния перевести в жидкое состояние. А затем вот с этим экстрактом мы дальше работали и создали такой алгоритм действий по стадийный. На каждой стадии определяли определенные показатели, то есть маркеры присутствия либо отсутствия. На каждом этапе что-то исключалось, и мы шли дальше.
То есть вот такой алгоритм идентификации наличия. Теперь все понятно. Если не ошибаюсь, относительно недавно научно-практический центр по продовольствию выступил с инициативой внести некоторые изменения в регламент Таможенного союза. С чем связано? Причем мы это инициативно вместе с госстандартом нашей республики в обязательном нанесении на маркировку пищевого продукта полного состава жировой составляющей, если она есть в этом продукте. Для того, чтобы потребитель мог сделать осознанный выбор, прочитав маркировку продукта и сделав выбор в ту или иную сторону. Ну и возвращаясь к разработке, я знаю, что эта методика стала основой для какой-то новой, еще одной научной разработки. Поделитесь секретом. Параллельно возник вопрос о том, что на сегодняшний день все растительные масла в процессе своей переработки при высоких температурах могут накапливать некоторые довольно вредные вещества, так называемые глицидиловые эфиры. Для того, чтобы доказать, содержатся там эти вещества, присутствуют, образуются, в каком количестве они образуются. Опять-таки нужна методика. И сейчас мы занимаемся методикой именно установления, определения глицидиловых эфиров во всех маслах, в том числе и в пальмовом, в процессе их глубокой переработки. Ну что ж, Елена Михайловна, успехов вам, просто фантастика, и еще раз поздравляем. Ну а еще одно призовое место заняла группа ученых из Института биофизики и клеточной инженерии. К ним и отправились мои коллеги. По принципу глюкометра проколоть палец и опустить несколько капель крови в аппарат в будущем планируется выявлять абсолютно любую патологию крови. Главное преимущество – это доступность, а провести подобную процедуру можно будет даже дома и мгновенный результат. За основу легла технология биосенсоров. Это нанотехнология, которая основана на распознавании биологического сигнала и трансформации биоответа в какой-то физический сигнал. Что такое биосенсор? Биосенсор имеет несколько частей. Это основа, это биорецептор, трансдуктор и, собственно говоря, физический ответ биологического сигнала. В данном случае, рассказывают авторы идеи и разработчики, за основу биосенсора были взяты наноструктуры оксида цинка. Оксид цинка обладает прежде всего, можно сказать, 3 такими свойствами, необходимыми и дающими надежды на получение хорошего результата. Это первое – способность к фотолюминесценции, биосовместимость хорошая, и третье – большая площадь поверхности. С этой же целью увеличить площадь поверхности не 1 час авторы идеи проведут в лаборатории, экспериментируя с оксидом цинка. На помощь пришли даже коллеги-химики. И мы перепробовали нанопроволоку оксида цинка, нановолокна. Вот нановолокна – это вообще такая желтая пластинка, она уже мягкая, гибкая, ее можно в дальнейшем уже использовать как чип. Именно как мы представляем, как глюкометры. Так называемым биорецептором служили антитела. Это, говорят, здесь стандартный способ отличить здоровую клетку от патологической. Вот в данном случае мы на наш оксид цинка наносили моноклональные антитела специфические, в нашем случае для распознавания патологических Б-клеток, Б-лимфоцитов, лимфобластов. И затем мы, добавляя клетки, получали именно конструкцию биосенсора. Но чтобы эта конструкция нам дала ответ, то есть распознала этот биосигнал в какой-то физический сигнал, на стержне облучались лазером с определенной длины волны, и мы на мониторе видим спектр. И мы показали, что этот спектр отличается у нормальных клеток, которые мы посадили на подложку, от патологических клеток, потому что меняется количество рецепторов, которые связались с этими моноклональными антителами. Что из себя будет представлять подобный аппарат, пока не ясно. За визуализацию международного проекта в его составе участники из Франции, Италии, Польши и других стран будут отвечать специалисты в области физики. Мы не претендуем на то, что диагноз будет писаться, или там, например, коробочка будет, например, для выявления лейкозов, либо для выявления миелома. То есть, в принципе, можно сделать какую-то коробочку, которая бы давала общую, скажем так, патологию общего заболевания какого-то. То есть это все детали. Суть в том, что в нашей разработке мы показали, что это реально. И что именно с помощью применения нанотехнологий мы можем миниатюризировать и довести устройство до, скажем так, до такого размера, которое позволит просто не специалисту подойти к этому устройству и, скажем так, получить ответ, который тут же, например, по, скажем так, GSM либо Wi-Fi связи будет передано на какой-то более глобальный центр для специалистов в базу данных, которые будут смотреть и видеть, что происходит.
Но даже на этом этапе работа, идея, которая была разработана за день, а осуществлялась в течение 5 лет, говорят в Институте биофизики и клеточной инженерии, не заканчивается. Мы будем заниматься уже теперь этот и следующий год, это как подсоединить эту систему к системе микрофлюидики. То есть нам надо кровь впрыснуть, в принципе, чтобы капля крови куда-то попала в какую-то жидкость и осела на этих биосенсорах наших. Вот мы должны это подсоединить теперь, технологию из сухого, сделать технологию в микрофлюидике, как сейчас называют лаборатория на чипе. С современными научными гениями сегодня вас знакомили наукомани, и я ее ведущая Екатерина Берецкая. Я напоминаю, что до Дня белорусской науки осталась всего неделя. А это значит, что уже в следующую субботу мы снова продолжим говорить о лучших ученых страны. В специальном выпуске на каналах «Беларусь-3» и «Спутниковом», «Беларусь-24». Всего хорошего!